الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. О рабы Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля сообщает нам в своем Писании, что у Него прекраснейшие имена, Аль-Асмауль Хусна. И Он приказывает нам поклоняться Ему в соответствии с этими именами. Тот, кто знает Аллаха, знает Его имена, и Его сифаты, и Его качества, тот больше других боится Аллаха Субхану ва Тааля. Чем больше ты будешь знать Всевышнего, твоего Господа, тем больше ты будешь страшиться Его, тем больше будешь любить Его. Потому надо знать имена Его. Сегодня мы с вами поговорим о таких именах нашего Создателя, как Аш-Шакир и Аш-Шакур. Два имени Всевышнего. Аш-Шакур и Аш-Шакир. Аш-Шакур, то есть благодарный. Аш-Шакир, благодарящий. Аллах Субхану ва Тааля упоминает оба имени в своем Писании. И так Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. А кто совершит какой-то благой поступок, то мы приумножим для него в этом благо. Поистине Аллах прощающий, благодарный. И говорит Аллах Субхану ва Тааля: «Ма яф'алу Аллаху би'азабикум ин шакартум ва амантум, ва кана Аллаху шакиран алима». Зачем Аллаху вас наказывать, если вы будете благодарными и верующими? Ведь поистине Аллах, Он благодарящий, знающий. Вот эти вот аяты и другие аяты в книге Аллах Субхану ва Тааля, 6 аятов, которые содержат упоминание этих двух имен, они указывают нам на смысл этих имен. Что означают эти два имени? Аш-Шакир и Аш-Шакур. Благодарящий и благодарный. Они указывают нам на то, что Аллах Субхану ва Тааля, ни одно наше хорошее деяние у Него не пропадет. Аллах, Он за это наше деяние вознаградит многократно. Аллах Субхану ва Тааля, Он принимает даже самые незначительные из добрых поступков и за них дает награду обильную. Дары дает великие Всевышний. Если искренне человек делает что-то ради Всевышнего Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля приумножает эти деяния без счета. Аллах, Он благодарит благодарных и поминает поминающих. Аллах благодарит благодарных Ему и поминает поминающих Его, Субхану ва Тааля. И Аллах Субхану ва Тааля, если человек приблизится к Нему на 5, Аллах приблизится на локоть. И если человек приблизится к Господу своему на локоть, Аллах приблизится на сажень. Аллах Всевышний, если ты сделаешь добрый поступок, Он тебе в нем, в твоем благом поступке приумножит благо. Благодарность Аллаха Субхану ва Тааля, рабы Аллаха. Благодарность Аллаха это не как какая-то другая благодарность. Аллах, Он шакур, благодарный по-настоящему. Аллах благодарный по-настоящему. Более того, Аллах Субхану ва Тааля, Он сам дает человеку, сам направляет его к какому-то хорошему поступку, а потом его же человека за это благодарит, хотя сам направил его к этому. И Аллах Субхану ва Тааля, Он за малый поступок, за какое-то малое пожертвование награждает, и не считает Аллах это чем-то незначительным, неважным. Аллах Субхану ва Тааля за добрый поступок дает в 10 раз больше. Или во много раз еще больше, до 700 раз и больше вознаграждает Всевышний. И Аллах, Он благодарит нас словом, и благодарит нас делом. Словом благодарит нас Аллах, если ты сделал что-то хорошее. Если ты помянул Аллаха, Аллах тебя хвалит среди высших ангелов, среди высшего сонма. Сам Всевышний Аллах говорит о тебе, словом своим благодарен тебе. И Аллах делом благодарит тебя. Если ты от чего-то откажешься, ради Аллаха Субхану ва Тааля, Аллах тебе взамен обязательно даст лучшее. Ты не пожалеешь, если оставишь что-то ради Него. И если ты пожертвуешь ради Аллаха, отдашь что-то тоже немного незначительное, Аллах тебе даст награду за это, приумноженную во много-много раз. Он сам, который тебе помог оставить это плохое и совершить хорошее, и Он сам тебе еще за это вознаграждает. Когда сподвижники, вспомните, когда сподвижники пророка, алейхиссалату вассалям, они оставили все.
насиженные места, дома, имущество, все оставили и ушли из Мекки, ушли в Медину, переселились ради Аллаха Субхану ва Тааля, ради Его довольства. Оставили все. Аллах им взамен подарил этот мир, подарил. Пали империи к их ногам, и земли все эти обширные открыл для них Аллах, и сделал их властителями всех этих земель. А Юсуф, алейхиссалям, вспомните его, ведь он не захотел совершать прелюбодеяние. Ради Аллаха Субхану ва Тааля, и его бросили в темницу, и он сидел в этой узкой темнице, тесной, но ради Аллаха Субхану ва Тааля он пострадал и оставил грех. И что Аллах? Аллах после этого ему сделал вельможей, сделал его полновластным человеком, даровал ему возможность жить и селиться, где он пожелает. Аллах благодарный. А человек, который пострадал, верующий, от рук врагов, если враги мучили человека, если они истязали его, если убили его, убили и покалечили тело его, изувечили тело его, или на части тело его разрезали, разорвано тело его на части. Что Аллах Субхану ва Тааля, пророк алейхиссалату вассалям сообщает, что таких людей, души их Всевышний Аллах помещает в тела зеленых птиц. И птицы эти зеленые, они летят к рекам рая и вкушают от плодов райских. И это продолжается, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Это будет продолжаться так до судного дня, до того времени, когда Всевышний Аллах воскресит их и вернет им их прежние тела, но уже в самом совершенном, в самом красивом, прекрасном виде. А посланники, пророки и посланники, ведь сколько им пришлось вынести покушений на их честь. И обзывали их, и издевались над ними, насмехались над ними, унижали их, покушались на их честь. Враги Всевышнего покушались на их честь, оскорбляли, ругали, но Аллах в благодарность им сам благословляет их. И ангелам своим приказывает благословлять пророков. И нам, рабам Аллаха, приказывает благословлять пророков. И на небесах, и на земле Всевышний Аллах хвалит и установил хвалу для них со стороны творений. Аллах Субхану ва Тааля благодарен. Проявляется это в том числе и в том, подумайте, что Аллах Субхану ва Тааля врагов своих и то благодарит. Если человек неверующий и отвергает Аллаха, он сделал что-то хорошее, Аллах Субхану ва Тааля, у него это не теряется, и его Аллах награждает. Но награждает в этом мире, а может быть, чуть облегчит для него наказание в судный день, но Аллах Субхану ва Тааля, он благодарен. Аллах Субхану ва Тааля благодарен, вспомните, распутница, прелюбодейка, она напоила собаку. Когда увидела, что эта собака мучается от жажды и лижет землю, потому что мучима жаждой, и она напоила ее ради Аллаха, Аллах Субхану ва Тааля благодарил ее, и Аллах простил ее. А человек, который шел по дороге и увидел там ветку от дерева колючую, и он решил это убрать, потому что, чтобы это не вредило мусульманам, и за это отблагодарил его Аллах Субхану ва Тааля и простил его. Посмотрите, подумайте, Аллах, Он благодарит человека за то, что человек делает добро самому себе. А человек благодарит, когда ему делают добро. Аллах благодарит человека за то, что он делает добро самому себе. А человек благодарит, когда делают добро ему самому. Аллах Субхану ва Тааля, Он тебе позволил сделать хорошее. Потом тебе позволил быть благодарным Ему за это. И Аллах тебя благодарит сам за это. И поэтому говорит Всевышний в аяте, который мы с вами привели: зачем Аллаху вас наказывать, если вы будете благодарны, и если вы будете верующие? Поистине Аллах, Он благодарящий, Он знающий. Посмотрите, Аллах Субхану ва Тааля, Он никого никогда не наказывает без преступления. А тот, кто совершил благое, Аллах никогда не оставит это неотблагодаренным. И благодарный Всевышний, Он из адского огня даже извлекает тех людей, у которых есть хотя бы навес горчичного зерна веры. Вот этого блага. Аллах Субхану ва Тааля даже вот эту вот незначительную веру, из-за нее благодарит Всевышний. И выводит рабов своих из адского огня.
И Аллах Субхану ва Тааля, раз Он благодарный, поэтому Он и любит благодарных. И самые любимые люди для Аллаха благодарные, и самые ненавистные это неблагодарные. И вообще таковы прекрасные имена Аллаха. Смотрите, все, что вытекает из смысла имен Аллаха, то любимо Аллаху. А все, что противоречит смыслу имен Аллаха, то ненавистно Аллаху. Потому Аллах не любит неверующих. Поэтому Аллах не любит неблагодарных. Поэтому Аллах ненавидит несправедливых. Поэтому Аллах ненавидит невежественных. Поэтому Аллах ненавидит жадных. Поэтому Аллах ненавидит людей, которые с черствыми сердцами, грубых, жестоких, немилосердных. Аллах ненавидит трусливых. Аллах ненавидит ничтожных и презренных людей. Аллах Субхану ва Тааля красивый, прекрасный, и Он любит красивое, любит красоту. Аллах Субхану ва Тааля, Он знающий, алим, и Он любит знающих. Аллах, Он милостивый, и Он любит милостивых. Аллах, Он добрый, и Он любит тех, кто творит добро. Аллах благодарный, и любит тех, кто благодарен. Аллах терпеливый, любит тех, которые терпеливы. Аллах щедрый, любит тех, которые проявляют щедрость. Аллах ситир, прикрывающий, Он же покрывает нас с вами от позора. Аллах покрывающий, Он любит из рабов тех, которые такие же покрывающие. И Аллах Субхану ва Тааля, Он всемогущий, и поэтому Он порицает нас за слабость. Слабость нашу в имане, когда не может человек противостоять каким-то страстям и грехам. Не может противостоять шайтану. Аллах за это порицает. Поэтому сильный верующий любимый для Аллаха, чем слабый верующий. Всевышний Аллах прощающий, и Он любит прощение. Всевышний Аллах, Он единственный, витр, и поэтому Он любит витр, Он любит нечетное. Аллах Субхану ва Тааля любит все то, что вытекает из смысла Его имен, и ненавидит все то, что противоречит смыслу Его имен. Аллах сказал в одном из аятов, что Он гафур, Он шакур. Он прощающий, и Он благодарный. Для чего нам это? Помните, о рабы Аллаха, что ваш Господь, Он гафур, шакур. Гафур, прощающий, много прощающий. Тот, который прощает все грехи человеку, который вернется к Нему с покаянием. Какие бы ни были эти грехи, какими бы ни были они большими, для Аллаха нет грехов, которые Он не мог бы простить, если человек покается перед Ним. Потому что Он гафур. И Аллах Субхану ва Тааля шакур, благодарный. Это значит, нет такого доброго поступка, самого малого, чтобы Аллах за него не отблагодарил. А потому, о рабы Аллаха, нельзя нам с вами ни в коем случае никогда отчаиваться в прощении Аллаха Субхану ва Тааля. Какими бы ни были наши с вами грехи, никогда не отчаивайтесь в прощении Аллаха. И никогда не пренебрегайте добрыми поступками, какими бы незначительными, неважными они бы вам ни казались, не пренебрегайте ими, потому что Господь ваш, Он гафур, Он шакур, Он прощающий, Он благодарный. И мы просим Аллаха Субхану ва Тааля посредством Его этих двух имен, имен Аль-Гафур, имени Аль-Шакур, чтобы Он простил все наши прегрешения нам, и чтобы Аллах Субхану ва Тааля позволил нам совершать праведные деяния и принял от нас наши праведные деяния. Иннаху гафурун шакур. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Ва барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Аллахумма инна аля зикрик ва шукрик ва хусни ибадатик.